лишь из стена. Это мой дом, я помню. Зеркало, я отражаюсь одна. Гномик уродливый, сонный. Дверь, что за ней? А за ней коридор. В нем все с годами тоже. Зеркало вновь, а портрета свой взор прячу опять. О Боже! Кстати, икона смущает чуть-чуть пристальный взгляд Марии. Уснуть бы сейчас, а проснуться хочу где-то на периферии, может быть, в поле, где зеркала нет. Ух уж мне эти стекляшки, вечно твердят, что не так ты одет, что страшилка и заморашка. А я, может быть, и смотреть не хочу на эту девицу-дурнушку. Смотрю, на столе справка, надо к врачу, и жизнь побитая кружка. Мысли бардак, в шифонере бардак, но прибираться не хочется. Ночь на дворе, все с режимом не так, буду опять ворочаться. Люстра висит, в люстре лампы горят и гаснут все разом внезапно. Хоть что-то случилось, и, как говорят, прощаясь на день, до завтра. Пытаюсь уснуть, не считая овец. Глупый, по-моему, способ. Не спится, светает, режиму конец. Ну что ж, 2, 4, 6, 8. Мысли сбиваются в кучки, снуют меж полусонных извилин. Птички на завтрак мне песни поют. Обычный бы завтрак косились. Сижу и смотрю в одну точку, как лев перед нападением на жертву. Что моя жизнь? То притворство, то блеф, то падение из 1000 метров. В пустоту, без возврата, а там, в пустоте, нахожу я спасение в молчании. И вопрос задаю, я должна ли хотеть жить, как все, говорить, спать ночами? Вот поэтому я столько строчек пишу, что порой не загружена смыслом. Я в них строках все то же спасение ищу от своих угнетающих мыслей. Спасибо, Евгений. И мы передаем слово еще одной дебютантке нашей эстафеты.